Добрый день, дорогие зрители, слушатели. Мы с вами продолжаем сегодня разговор в экспозиции нашего Национального музея и идем дальше, путешествуя по прошлым векам нашей региональной истории. Мы говорили о эпохе каменного века, в эпохе камня, а сегодня мы поговорим о начале железного века. Эпоха железа, по сути, совпадает с так называемым осевым временем, если следовать идеям Карла Ясперса, известнейшего немецкого философа, который определял это осевое время как, собственно, начало цивилизации, как переход от мифического сознания к рациональному сознанию. Вообще, в Удмуртии и на территории Западного Придуралья, Поволжья, прежде всего лесная зона, лесная часть этой территории, связана с формированием обширнейшей культурно-исторической области, которая получила название Ананинская. Эта территория, конечно, в источниках, исторических источниках, которые тоже, собственно, появляются, вернее, информация в которых о наших странах или странах полуночных, как их называли цивилизованные греки, связана с первым тысячелетием, точнее, с серединой первого тысячелетия до нашей эры. Эта информация в большей степени, опять же, такая полулегендарная, полумифическая. В ней не называются современные народы, хотя, по большому счету, если мы обращаемся к истории цивилизации, это период рождения современных этносов, современных народов. Многие из них становятся известны под своим именем именно благодаря тому, что включаются в географические, исторические описания древнегреческих мыслителей, историков, географов. Это очень важно, поскольку вот этот стык истории письменной и археологии, он может давать воистину интереснейшие материалы, интереснейшие сведения как раз об истории народов нашего края, которые были бесписьменными. И это позволяет нам говорить о том, что они, по сути дела, что, вернее, в это время заканчиваются времена безвременья. Так вот, Ананинская область или ананинская культура, как чаще всего говорят археологи, начинает формироваться на берегах Волги и Камы в начале первого тысячелетия нашей эры. По нынешним радиоуглеродным датировкам это IX век до нашей эры. В 8 столетии памятники ананинские известны по всей территории Волгокамья, на территории нынешней Марийской республики, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Кировской области. То есть это вот такая территориальная колыбель нынешних народов, современных народов Волгокамского края. Если мы посмотрим с вами на карту, то вот как раз основные памятники и штриховкой показанная территория ананинской культуры очень выразительно демонстрирует процесс заселения, освоения этой территории ананинцами, собственно, первыми, кто начинает разработку здесь железа в нашем крае, железных руд. Первоначально в 8-6 веках железо появляется в Среднем Поволжье и на Нижней Каме. Именно здесь известны на сегодняшний день основные могильники, наиболее ранние могильники ананинской культуры, где выявлены уникальные образцы оружия, прежде всего оружия, железных или биметаллических мечей, кинжалов, выполненных как раз и, с одной стороны, из бронзы,
то есть металла предшествующего времени, технологиях предшествующего времени и из железа. Во всяком случае, клинки выкованы из железа, а рукояти бронзовые. Эта технология, безусловно, сегодня рассматривается как привнесенная, то есть это не изобретение местных мастеров, что доказано металлографическими методами, металлографическим анализом этих клинков. И до VI века, до нашей эры, по всей видимости, местные племена так особо активно местные железные руды, а это болотные руды, не разрабатывали. Лишь, очевидно, с какими-то серьезными процессами в южных районах нашей страны, прежде всего в Закавказье, Северный Кавказ, Северное Причерноморье, вот этот приток импорта, металлического импорта был прекращен, и местное население вынуждено было переходить к собственным технологиям. Конечно, железные орудия, собственно, изготовленные из местной болотной руды, они технологически демонстрируют определенный спад, регресс. И более того, скажем, вот в VIII-VI веках в большей степени на всей территории Прикамья все-таки использовалось оружие, еще изготовленное из бронзы. Вот в витрине вы можете видеть и бронзовый наконечник копья, и бронзовые кельты, но вместе с ними и железный наконечник копья. Ножи, шилья, предметы конской упряжи, изготовленные из железа. Вот, как видите, они таких довольно простых форм, простейших форм, изготовлены как раз по местным технологическим схемам. Вообще вопрос с началом разработки железа в Прикамье, с внедрением, распространением технологий изготовления орудий труда и оружия из железа, он достаточно интересный, но на наших прикамских материалах пока что не до конца исследованы и изучены. То есть каких-то специальных таких вот работ до сих пор, к сожалению, у нас не появилось. Тем не менее, вот сам процесс получения железа, он довольно интересный, довольно такой любопытный. И в нашей витрине мы можем видеть как раз предметы, которые демонстрируют характер такого вот железоделательного производства, который носил формат сыродутного процесса, да, или, по сути дела, варки железа. Не литья, а варки. И это вот крица, железная крица и шлаки. Железо получали в обычных очагах, возможно, с каменной обкладкой. Позднее, уже на рубеже эр, появляется ямный метод, то есть когда для варки железа использовали ямы. Ну и, очевидно, над ямами устраивалось некое перекрытие, может быть, с помощью глины. Соответственно, кузнецы с помощью этих мехов подавали, накачивали сырой воздух, отсюда название сыродутный процесс, внутрь такой вот ямной печки. Предметы из железа были довольно редкими, ценными, и профессия кузнеца, литейщика, она, конечно, была редкой, востребованной. Это были специальные, скажем так, специализированные группы, этим могли заниматься специализированные группы, люди, наделенные особыми качествами, поэтому, очевидно, вот и в мифах, и в сказках, и в легендах народов Прикамья образ кузнеца, личность кузнеца всегда овеяна такими интереснейшими, может быть, даже страшными рассказами, то есть это люди особой когорты, особого характера. Сложности перехода к новым технологиям, по всей видимости, поясняют то, что значительная часть орудий труда и предметов вооружения в Прикамье, в Поволжье по-прежнему изготавливалась из камня, но чаще из кости. Вот кость
рог, основной такой поделочный материал, сырье, в котором выполнены и наконечники стрел, и крючья, шилья, проколки. Вот такой особый вид орудий, как мотышки, во всяком случае так они называются, или боевые молоты, как их называли финские авторы, рукояти орудий, амулеты, гребни, лопатки, то есть предметов из кости огромное множество. Они очень разнообразны, материал мягкий, легко поддается обработке, и из него можно получить не просто разные формы орудий, но еще и украсить, сопроводить эти предметы особыми орнаментами, то есть придать им определенную эстетику. И вот это наличие огромного количества костяных предметов в культурных слоях ананинских городищ послужило поводом для того, чтобы назвать еще в XIX веке эти городища, когда они впервые вошли в нашу науку, назвать их костеносными. Культурные слои ананинских городищ довольно мощные, достигают метра, более и более метра, насыщены, очень насыщены минеральными включениями, золой, углем и вот отходами, как говорится, костерезного производства, пищевыми отходами, то есть кость со стола, ну и изделиями из кости. Настолько велико количество этих костей в культурных слоях городищ, что крестьяне, вятские крестьяне, как следует из источников XIX века, начала XX века, вывозили эту кость из городищ, сдавая их на местные мануфактуры, фабрики для получения костной муки. Сегодня таких городищ, костеносных городищ в нашем крае известно порядка 40. Но вот в Удмуртии самым крупным городищем является Зуево-Ключевское. В самой крайней южной точке Удмуртии оно расположено. Здесь проходит граница Удмуртии и Татарстана. Городище невероятно живописное. Это самое крупное городище в Удмуртии. Площадь его более 3 гектаров. То есть, если вспомнить, Чепецкое и Днакар городище 4 гектара, да, а здесь 3 гектара, но их разделяет временной перерыв в 2500 лет. И вот это, на мой взгляд, очень любопытно. Городище, если можно приглядеться к фотографии, занимает довольно обширный мыс правого берега реки Камы. С напольной стороны оно защищено земляным валом, вот такой дугообразной формы, и глубоким до 2 метров рвом. На сегодняшний день ров заплыл, его сложно разглядеть, особенно при той залесенности, которую можно наблюдать на фотографии. Но раскопки показали как раз и характер, конструкцию вала и конструкцию рва. Зуево-Ключевское городище изучалось в течение более чем 10 лет. Его изучали, раскапывали экспедиции Уральского университета и нашего Удмуртского государственного университета. Ну, в частности, вот я там 9 лет провела на этих раскопках. И это на сегодняшний день одно из наиболее изученных, как принято в науке говорить, эталонных памятников раннего Железного века Волго-Камского региона. С северной стороны городище защищено глубоким логом с крутыми склонами, глубокая балка, которая носит название Гремячий ключ. Вот здесь чуть, как говорится, западнее так называемый, очень хорошо растиражированный средствами массовой информации водопад Зуево-Ключевской, Гремячий ключ так называемый, балка, собственно, называется Гремячий ключ. А вот с южной стороны городища находится еще один ключ, который называется Святым. Как выяснилось, вода в том и в другом ключе разная. Но наши любители нетрадиционной медицины Гремячий ключ считают ключом с мертвой водой, а святой ключ с живой водой. И здесь на сегодняшний день можно встретить большое количество любителей как раз вот такой нетрадиционной медицины, облечивающихся данной местности. Но
отвлекаясь вот от этих модных явлений, должна сказать, вернее, обязательно должна обратить ваше внимание на очень любопытную корреспонденцию, связь прошлого и настоящего. Я вам сказала о Святом Ключе, который находится вот там внизу, под южным склоном Городища. Так вот, наверху, на площадке Городища, в этой части, в конце 90-х годов прошлого века нами было раскопано Ананинское святилище, то есть культовое место, на котором в V-IV веках до нашей эры была возведена довольно крупная, более 180 квадратных метров культовая постройка, такая ритуальная постройка, внутри которой постоянно горело множество костров. То есть вот этот культовый характер нам представляется на сегодняшний день бесспорным, поскольку жить для жилья, для сна, для обычных утилитарных действий в границах этой постройки места не оставалось. В то же время и внутри, и вокруг постройки большое количество артефактов так называемого культового класса, то есть это ритуальные жертвенники с большим количеством костей жертвенных животных, приносившихся здесь, очевидно, в жертву богам. Это в основном представители домашней дикой фауны. Это лошади, это лоси, медведи. Есть крупные птицы, причем кости крупной птицы были закопаны вместе с культовым горшочком, таким нарядно украшенным, в основании одного из центральных столбов, несущих столбов, державших, собственно, перекрытие этой постройки. Помимо указанных ритуальных объектов в границах постройки найдено большое количество вот таких вот глиняных, и, как говорят археологи, антропоморфных фигурок. Вот они под цифрой 4, их можно здесь видеть, образцы такой глиняной пластики, антропоморфной пластики. Считается, что это изображение женщин, женщины-матери, женщины-прародительницы, женщины-охранительницы рода, поскольку на многих из них декоративными приемами показан характер одежды. То есть на многих фигурках можно разглядеть передники, пояса, декоративные элементы, то есть украшения, платья. Если с обратной стороны посмотреть, то можно увидеть некое подобие накосников, то есть головных украшений. То есть то, что это женские фигурки, в общем-то, сомнений не вызывает. Хотя изредка, значительно реже, в слоях ананинских городищ встречаются и глиняные фигурки животных, ну, главным образом домашних животных. А вот дикий зверь, лесной зверь, он изображался главным образом на костяных предметах, прежде всего на рукоятях железных ножей, железных шильев. И вот здесь, опять же, под цифрой 2 и цифрой 1 можно видеть головки этих лесных животных. Ну, конечно, изображения в какой-то мере они реалистичны, и можно узнать где-то, вот в данном случае, медведя, да, а где-то, возможно, вот под цифрой 2 и волка, то есть животные хищного вида. У каждого из этих животных особым образом декорированы, орнаментированы, приемы достаточно такие единообразные, то есть это спирали, это завитки, с помощью которых подчеркивали форму носа, форму ушей, ноздри, пасть с клыками, да, поэтому повторю, что образ зверя угадывается достаточно просто. Очень интересное изображение медведя, вот мы здесь можем видеть от ушей к нижней части челюсти, к нижней челюсти идет такая вот скобочка. По мнению некоторых исследователей, это так называемый упряжный медведь, медведь в упряжке. Медведь в упряжке или взнузданный медведь. Очень любопытный, как говорится, образ хищного зверя, то есть с какой стати или с чего необходимо было запрягать медведя. Но если мы обратимся опять же
к некоторым мифам финно-угорских народов от, скажем, хантов и манси на востоке и до карелов и финнов на западе, то мы обнаружим там очень любопытные вещи, как раз связанные с путешествиями героев мифов на взнузданном медведе, да, на упряжном медведе. Медведь в какой-то мере... Образ медведя в какой-то мере солидаризируется и с культом солнца, с солнечными культами. Во всяком случае, вот на Буйском городище на реке Вятке, на Кривоборском городище, опять же на Вятке, были найдены пластины с изображением медведя, но по туловищу медведя были нанесены как раз солярные знаки, солярные символы. Такой вот солнечный медведь. Кстати, символы солярных культов мы обнаруживаем еще на одних очень любопытных предметах. Вот здесь, в этой витрине, вернее, на этом стенде, видны такие глиняные колесики, на плоскости которых тоже можно разглядеть знаки и более сложные такие композиции из этих знаков, которые тоже образуют вот сюжет, который можно трактовать как солнечные сюжеты. То есть это круги, это спирали, опять же, это вихревые розетки, так называемые. Почему наносились на такие вот кружки или диски, можно тоже найти объяснение, поскольку это не что иное, как пряслица или такие утяжелители, которые надевались на веретено. Пряха сидела и, как говорится, закручивая веретено, пряла нить. Да, и вот этот процесс прядения, он тоже имеет выход на разного рода мифы, предания, которые связаны с поклонением солнцу, поклонением свету. Зооморфные, орнитоморфные или антропоморфные узоры, композиции на предметах, обнаруженных в ананинских культурных слоях ананинского времени и в погребениях ананинского времени, они образуют особое искусство или формируют особое искусство, искусство звериного стиля. Ананинский звериный стиль неплохо на сегодняшний день изучен, но, правда, остается предметом дискуссии. Кто-то считает, что правомерно рассматривать его как, собственно, ананинский звериный стиль. Некоторые исследователи в большей степени склоняются к тому, что это определенное направление или часть скифо-сибирского звериного стиля или скифского звериного стиля раннего Железного века. Во всяком случае, некий перечень образов, сюжетов этого стиля, он довольно схож с теми образцами искусства раннего Железного века, которые мы с вами встречаем в степной зоне Восточной Европы, в Сибири, на Алтае. По крайней мере, параллели, аналогии нашим изобразительным предметам можно найти вот во всем этом ареале. Хотя ряд изображений, ну, в частности, изображения медведей, изображения лосей, это типично такие лесные сюжеты, да, то есть они не свойственны, например, скифам-кочевникам или сарматам, тоже кочевым народам степной зоны, а в большей степени характеризует как раз образ жизни, образ жизнедеятельности населения охотников лесной зоны. То есть вот даже само перечисление предметов из кости, рога уже нас наталкивает на основной вид занятий, который был распространен в ананинской среде, то есть в первом тысячелетии до нашей эры в Прикамье. Это, конечно, скотоводство и охота. Но, скорее всего, все-таки, проживая вот на таких огромных городищах, жить одной охотой и скотоводством было довольно проблематично. Поэтому еще в 20-30-е годы было высказано мнение о том, что в основе ананинской экономики лежало и в том числе земледелие, да, то есть занятие земледелием. Земледельческие навыки. К сожалению, прямых свидетельств занятия земледелием
во всяком случае, вот на удмуртских, ананинских городищах нам пока не удалось найти прямые свидетельства, я имею в виду остатки зерна. А вот на городищах соседней республики Татарстан, то есть на Нижней Каме, находки зерна в последнее время стали достаточно частыми. И это стало возможным, потому что татарские археологи более интенсивно, более активно применяют методы, естественно, научного поиска, но, во всяком случае, все чаще обращаются к нашим ученым-естественникам для выполнения полинологических, капрологических, фитолитных анализов. И с помощью анализа образцов культурного слоя им удается выделить зерна, пыльцу, семена вот этих культурных злаков, культурных растений. И если опираться на их выводы, то мы можем сказать, что основной земледельческой культурой в начале раннего Железного века было культивирование проса и пшеницы двузернянки или полбы. Вот семена и зерна этих культур были обнаружены как раз в Нижнем Прикамье, причем в нижних слоях, культурных слоях этих городищ, то есть еще в VIII-VI веках до нашей эры. Самым, пожалуй, узнаваемым предметом ананинской культуры, который безошибочно на всех памятниках и на могильниках, и на поселениях позволяет атрибутировать их как ананинские, является, конечно, керамика. Это самая массовая находка, обломки горшков, куски горшков или целые сосуды. Это вот такой яркий маркер ананинской культуры. Ананинскую керамику мы можем с вами легко узнать как у нас на Каме, так и в Поволжье, и даже на более удаленных от территории Волгокамья территориях, например, на Вологодчине, в Архангельской области, вплоть до Финляндии встречаются образцы ананинской керамики. Ну а на север вплоть до Печорского Заполярья, где тоже обнаруживаются памятники Ананина. Ну, в частности, вот в 90-е годы был найден самый северный на сегодняшний день могильник ананинской культуры Шиховской, очень любопытный памятник, который с Ананина роднит только лишь наличие предметов в ананинском зверином стиле, а вот сам погребальный обряд невероятно интересный. То есть умершие в этом могильнике захоронены по обряду, в основном по обряду кремации, то есть сожжения, и есть несколько могил, где остатки кремации помещены в долбленные лодки, причем длина этих лодок до 2 метров. Вот такой очень оригинальный, своеобразный обряд погребения. В нашем Прикамском регионе такой обряд, по сути, неизвестен, за исключением одного уникального факта, который был зафиксирован на Ананинском могильнике еще во второй половине XIX века ученым из Казани, Пономаревым Павлом Алексеевичем. В его дневниках можно найти информацию о том, что ему удалось раскопать на Ананинской дюне под Елабугой остатки какого-то сооружения, которое в форме напоминало лодку. Но в основной части ананинские могильники – это довольно крупные поля погребений, поля некрополи, где встречаются как и захоронения по обряду ингумации, так и захоронения по обряду кремации. У нас в Удмуртии известен пока что раскопан единственный могильник, который находится, опять же, недалеко от деревни Зуевы-Ключи, вернее, не то, что недалеко, а в самой деревне Зуевы-Ключи. Он был раскопан еще в конце XIX века, в 1898 году, Спицыным 208 погребений он вскрыл практически единовременно, поэтому на территории Удмуртии больше таких крупных могильников нам неизвестно, но и этот могильник был вскрыт не полностью.
То есть часть погребального поля была занята постройками деревни Зуевы-Ключи. Затем в последующие времена могильник раскопать, ну, то есть к раскопкам могильника никто не обращался, а в конце 20 века, когда мы вновь вот вернулись на городище и попробовали раскапывать его, оказалось, что погребения идут под мощным, почти 2-метровым балластом, слоем современной деревни, который сполз вниз по каме. В то же время терраса довольно, в результате подъема Нижнекамского водохранилища подошла довольно близко к могильнику, и его бы надо, конечно, раскапывать, спасать, но, опять же, конец 20 века столкнул нас с другими реалиями, то есть с масштабной дачной застройкой этого участка. И сегодня на площадке могильника стоит несколько дачных хозяйств. Конечно, копать уже его невозможно без позволения частников. Ну и нам остается поговорить еще об одном очень интересном сюжете, связанном, собственно, с обликом ананинцев. Я думаю, любого, наверное, интересующегося историей после такого подробного рассказа о том, как жили, где жили, как хоронили, важно услышать еще, а как выглядели, собственно, что это за люди были. И вот здесь нам на помощь приходит наука антропология, или палеоантропология, или физическая антропология. Для изучения антропологического типа ананинцев за последние полвека сделано достаточно много. И мы сегодня можем говорить и даже видеть лица тех охотников, скотоводов, воинов, которые населяли наш край в первом тысячелетии до нашей эры. Вот два портрета здесь как раз в витрине, графические портреты вы можете видеть, хотя эти графические портреты изображены на основании скульптурных портретов, то есть эти портреты были выполнены сначала в скульптурном таком образе Михаилом Михайловичем Герасимовым, известнейшим нашим специалистом, собственно, основателем метода скульптурной реконструкции по черепу, да? Тот самый Михаил Михайлович Герасимов, который нам известен как автор реконструкции Тимура Тамерлана или Ивана Грозного. Вот два наших ананинца. Один из Луговского могильника в районе Елабуги, другой из Полянского могильника, это ниже по течению Камы. Ну, то есть и в том и в другом случае это камские ананинцы, да, с берегов Камы. И если приглядеться к этим черепам, то можно заметить их довольно разительные отличия. Вот ананинец из Луговского могильника в такой вот кожаной шапке остроконечной, башлыке, да, наподобие тех, что носили кочевники, в том числе и скифы. Можно очень много найти, и в том числе в интернете, реконструкций облика скифского воина, и вы заметите, вот обязательным атрибутом является такая вот остроконечная шапка. Да? Но нас интересует не сколько эта шапка, сколько само лицо. Вы можете видеть, что ананинец довольно узколицый, плосколицый, с низким переносием, да, высокими скулами, то есть с такими явными антропологическими чертами восточной, скажем так, монголоидной расы. А вот ананинец из Полянского могильника, у него более широкое лицо, более высокое лицо, открытые глаза, да, абсолютное отсутствие, как говорится, нависающей складки века, высокий нос, высокое переносие, более того, такая русая борода, в общем, такой былинный герой, богатырь, по всей видимости, белокурыми, блондинистый такой, да, волосами длинными, но это такой явный европеоидный тип. Вот судя по этим двум достаточно выразительным реконструкциям, население ананинской культуры Волга-Камья было в антропологическом типе все же неоднородным. Мы, по-видимому, наблюдаем здесь такой перманентный процесс
таких внутритерриториальных передвижек, а может быть и внешних импульсов, притоков населения. Поэтому антропологический тип ананинцев рассматривается сегодня как достаточно разнородный, достаточно такой пестрый. Вот позднее, к рубежу Р, к периоду формирования пиноборской культуры, антропологический тип становится более однородным, более моногенным. Спасибо.